Следующие настройки коснутся основной страницы. Она у нас выглядит таким образом. Давайте посмотрим вот эту опцию. Эта опция, она сейчас включена. Давайте мы ее отключим и увидим, что у нас произойдет на главной странице. На основной странице сохраним наше отключение. Перейдем на основную страницу и видим, что у нас исчезла большая таблица, в которой была информация. Вернемся, включим снова нашу опцию, перезагрузим и видим, что у нас вот эта вот часть страницы, она появилась снова. Здесь можно разместить информацию, на которую бы посетитель обратил внимание. Настраивается эта часть через систему рубрик. Теперь посмотрим стиль изображения. В данном случае у нас Featured Post. А что у нас в long, более удлиненной части, в длинной части? Перезагрузим нашу страницу. Мы теперь видим, что таблица стала размещаться на всю ширину страницы. Далее посмотрим короткий вариант Short. Сохраним, перезагрузим. И мы видим теперь вот такой стиль изображения. Эти настройки, их всего здесь 3, производятся вот в этой части. А в части категории можно разместить те рубрики, которые вы хотели бы разместить вот в этой части информации. Предположим, мы выберем категорию услуги, сохраним, перезагружаем. В категории услуги у нас находятся только 2 статьи. И они будут появляться здесь по очередности. Смотрим теперь вот эту вот часть. Этот подраздел, касающийся настройки страницы постов. Давайте оставим тут 2 чекбокса. Услуги и, предположим, политику. И отключим второй стиль блога оформления. Перейдем на страницу сайта. Обратите внимание на эти позиции. Это как раз те рубрики, которые мы отметили чекбоксом. Рубрики политика и услуги, они как раз отображаются соответствующим образом на главной странице. Сначала слева идет рубрика, название рубрики, а потом уже справа идут статьи, которые относятся к этой рубрике. Если же мы теперь включим второй стиль и сохраним наши изменения, перезагрузим, мы видим, что рубрик теперь слева нет, остались только названия статей. И эти статьи, они изображаются в той последовательности, в которой они выводятся в сообщениях. Самое последнее, конечно, находится на самом верху данной страницы. Теперь осталась у нас настройка слайдера. Здесь единственное, его можно включить и отключить. В данном случае он у нас включен. Слайдер, он небольшой, такого вида. Если вы захотите отключить, нажимаете на эту кнопку, сохраняете, перезагрузим и посмотрим. И ваш слайдер исчез.